Здравствуйте, это «Настоящее время». С вами Наташа Мозговая. Главное сегодня. Выборы в непризнанных республиках усугубляют конфликт между Украиной и Россией. Почему Латвия и Эстония вводят санкции в отношении российских деятелей культуры? Эксперты прогнозируют продолжение падения цен на нефть. Начнем, как обычно, с Праги. Сергей, вам слово. Спасибо, Наташа. События дня в настоящем времени из Праги. Я Сергей Дорофеев. Здравствуйте. Отмена санкций против России теперь невозможна. Так на воскресные выборы в самопровозглашенных республиках ДНР и ЛНР на востоке Украины отреагировал официальный представитель канцлера Германии Меркель. Издание «Тагесшпигель» со ссылкой на соответствующий брифинг сообщает, может даже возникнуть необходимость усиления санкций. Глава дипломатии ЕС назвала выборы новым препятствием на пути к миру. Голосование незаконное и нелегитимное. Евросоюз его не признает, подчеркнула Федерика Могерини. Так называемые власти республик призывали население избрать представителей как законодательной, так и исполнительной властей. В результате воскресных выборов в ДНР и ЛНР победили действующие премьеры Александр Захарченко и Игорь Плотницкий соответственно, передает Интерфакс. Ну и вот реакция России. Выборы прошли в целом организованно при высокой явке избирателей. Мы уважаем волеизъявление жителей Юго-Востока. Избранные представители получили мандат для решения практических задач. Об этом говорится в заявлении российского МИД. Признание России фейковых выборов на Донбассе станет пощечиной Евросоюзу и всем, кто верил в минские мирные договоренности. Об этом в своем твиттере написал экс-министр иностранных дел Швеции Карл Бильд. Отмечу, глава российского МИД Сергей Лавров на медне заявлял, что выборы на востоке Украины соответствуют Минским соглашениям. МИД Литвы возмущен. Это является циничным использованием декларации гуманитарных целей в качестве прикрытия помощи вооруженным сепаратистам. Это была цитата, об этом говорится в заявлении. В Организации Объединенных Наций также отреагировали, там выборы назвали бесполезными. Отмечу, вся история с выборами в ДНР и ЛНР строится на серьезной информационной поддержке Москвы. Об информационных войнах как раз перед эфиром мы поговорили с журналистом и писателем из Лондона Петром Померанцевым. Питер, здравствуйте. Здравствуйте. Мы сегодня говорим о выборах в ДНР и ЛНР, и, надо признаться, они бы вряд ли получили такую огласку, если бы не информационный ресурс, которым располагает сегодня Москва. Можно ли утверждать, что именно российское информационное оружие сегодня определяет повестку дня на Донбассе? По большому счету, да, точно. Есть такая очень красивая идея, которую высказала профессор Высшей школы экономики Анна Качкаева, сказала, что это очень странная война. Там солдаты, настоящие солдаты, их хоронят в тишине. А журналисты, которые умирают на этой войне, их награждают лаврами, их хоронят с лаврами. Значит, я бы даже сказал, что здесь информационная составляющая конфликта даже важнее, чем военная очень часто. Но как могут ответственные журналисты из России, журналисты из Украины и подавляющее большинство журналистов из других европейских стран противостоять этой кремлевской пропаганде, при этом, что очень важно, подчеркиваю, самим не опускаясь до контрпропаганды? Опускаться контрпропаганда – это вопрос этики, каких-то редакторских решений. Сейчас проблема более большая, что журналисты и западные, и украинские, потому что Кремль использует информацию как такое, как оружие, как средство манипуляции, они волей-неволей становятся частью тех целей, которые Кремль преследует. Почти что в том смысле, что вот эти выборы в ЛНР, ДНР, пока весь мир туда смотрит, Кремль начинает какие-то военные действия. Но технологии. Да, в смысле их разыгрывать. Даже когда делаешь свою работу хорошо, непонятно, втянули ли в тебя в тот прием или в ту политтехнологию, которая Кремлю нужна. И это очень сложно с этим бороться, даже хорошему и очень ответственному журналисту. А как быть, ладно, журналистам, как быть простым людям, местным жителям на востоке Украины, на которых сегодня обрушивается такая лавина информации, что это у них уже вызывает встречное отторжение к любым новостям. И фактически это тоже технология, это тоже цензура, только при большом количестве источников информации. Вы знаете, как быть человеком, я думаю, что мы должны им помогать. Потому что очень важно, чтобы начали давать людям такое медиаобразование, чтобы люди начали понимать, как их разыгрывают и как ими манипулируют. Мы похоже видим с людьми, которые попадают в секты. Как их можно вытянуть из секты? Говорить им правду бессмысленно, потому что они уже, как вы говорите, ничего не верят, они уже эмоционально привязаны к другой медийной повестке, да, к
кремлевским каналам. Из секты людей только вытаскивают, заставляя их думать за себя и понимая, как ими манипулируют. Значит, нужно как-то дать людям средства, чтобы понять, как их разыгрывают. И тогда они могут начать за себя думать. Я думаю, что вот главные вот алгоритмы вот именно из мира, как вытаскивать людей из сект. Спасибо за ваше участие. На наши вопросы отвечал писатель и журналист Петр Померанцев. И в завершении темы еще одна любопытная деталь так называемых выборов. В воскресенье жителям ЛНР раздавали специальные карты на выборах. Их, правда, хватило не всем. Украинское издание «Цензорнет» приводит фотографии нового пластикового документа. И если судить по изображению, карта лишена каких-либо средств защиты, а надписи на ней сделаны с грамматическими ошибками. Выборы в ДНР и ЛНР сегодня главная тема и в Соединенных Штатах. Подробнее наши коллеги из Вашингтона. Наташа. Спасибо, Сергей. Продолжаем тему выборов в самопровозглашенных Донецкой и Луганских республиках. Политолог Эндрю Катчинс из Вашингтонского центра стратегических и международных исследований, кстати, член Валдайского клуба, о будущем Восточной Украины, а также вызовов, стоящих перед властями в Киеве. Ближнее будущее Донецка и Луганска, может быть, это оптимальная ситуация, что это замороженный конфликт. Замороженный конфликт – это лучше, чем горячий конфликт. Сейчас еще это вопрос, насколько партия Яценюка и партия Порошенко будет работать вместе. Это очень важно для будущего Украины, чтобы эти две фигуры согласились и работали вместе. Самый большой вызов сегодня это проводить реформы на Украине. Это уже 20 лет очень неуспешного управления на Украине. И сейчас экономическое Украина это почти катастрофично. И это очень важно, чтобы Украина там проводила очень ответственную политику. Газета «Нью-Йорк Таймс» пишет: выборы мятежников закрепят в Украине статус-кво. В той же заметке отмечают, что рекламные щиты предвыборной кампании предлагали населению, цитата, «напряженную борьбу между Александром Захарченко и Александром Захарченко». В том же духе, кстати, высказывается и Wall Street Journal, добавляя, что выборы прошли в присутствии танков и что результаты были предопределены заранее. Хотя, в общем, в этой газете видят некий позитивный момент в том, что Украина договорилась с Россией по поводу совместного контроля над одним из пограничных КПП на территории, которую занимают сепаратисты. С нами на связи наш корреспондент Александр Панов. Александр, как отреагировали на результаты выборов в Вашингтоне? Наташ, весьма предсказуемо ни Соединенные Штаты, ни Европейский Союз эти выборы не признали. Как уже отмечалось, в Организации Объединенных Наций их назвали бесполезными. Как отметила официальный представитель Государственного департамента Джен Псаки, эти выборы подрывают содержание и дух соглашения о прекращении огня, заключенных в Минске, которые призывают к проведению выборов на востоке страны в соответствии с украинским законом. Как известно, киевские власти назначили другую дату проведения выборов в этом регионе, получившем статус особой зоны – 7 декабря. Официальный представитель Совета национальной безопасности при Белом доме Марк Строк отметил, что эти выборы проходят на фоне сообщений о том, что российские военные возвращаются к границе с Украиной на востоке страны. Москве следовало бы воздержаться от использования итогов этих выборов в качестве предлога для введения дополнительных войск и боевой техники в Украину. Конец цитаты. Вашингтон предостерег Россию от использования этих выборов для наращивания своей военной силы. Говорится в заявлении пресс-секретаря Совета национальной безопасности при Белом доме Бернадет Михан. Накануне голосования целый ряд информационных агентств сообщили о том, что их журналисты видели колонны с военной техникой в Донецке. Журналисты «Франс Пресс» обнаружили около 20 грузовиков с установками «Земля-воздух». А журналист издания BuzzFeed Макс Эден написал в своем твиттере, что он видел 31 военный КАМАЗ с зенитными установками и боевой техникой, направлявшихся в Донецк. Вашингтон и Брюссель предсказуемо отвергли эти выборы, а Москве угрожают новые санкции в случае, если Москва официально их признает. Будем ждать развития событий. Наташа. Спасибо. Это был наш корреспондент Александр Панов.
Завтра в США пройдут промежуточные выборы в Конгресс. Если Сенат перейдет под контроль республиканской партии, как это может отразиться на внешней политике США, конкретно на курсе в отношении России и Украины? Комментарий Анжелы Стенд, директора Центра евразийских, российских и восточноевропейских исследований при Джорджтаунском университете, здесь, в Вашингтоне. До сих пор в Сенате существовало согласие между обеими партиями по поводу этих вопросов. Я думаю, что если республиканцы возьмут под контроль Сенат, тогда, возможно, будет большее давление в направлении санкций, потому что до сих пор санкции были введены в рамках президентского указа и не были утверждены в Конгрессе. Может, будет принято решение по поводу предоставления Украине помощи оружием. Ничего из этого не вступит в силу без того, чтобы это было утверждено президентом и Белым домом. Но я бы не ожидала больших сдвигов политического курса, если республиканцы возьмут контроль над Сенатом. Передаем слово коллегам в Праге. Сергей? Спасибо. МИД Латвии запретил въезд в страну звездам российского шоу-бизнеса. Персонами нон-грата стали Иосиф Кобзон, Валерий, Олег Газманов и Иван Охлобыстин. Кстати, актер уже назвал эту компанию латвийским клубом. Кто, кого и, собственно, за что запрещает, разбиралась Шахида Якуб. Личные страсти разгорелись между МИДом Латвии и российской эстрадной и актерской элиты. Несколько дней назад выяснилось, что въезд в страну запрещен известной певице Валерии, Олегу Газманову, Ивану Охлобыстину, а также Михаилу Пореченкову. Надо заметить, что никто из них ничего провокационного в отношении Латвии не говорил. Я связалась с продюсером Валерии Иосифом Пригожиным и спросила его, получала ли певица Валерия официальное заявление от латышских властей. Смотрите, мы официально не получали никаких уведомлений. Мы в этот день находились на своей швейцарской даче. Мы в этот день за несколько часов до вылета из Латвии позвонила наша служба безопасности. Наша служба безопасности и служба безопасности Латвии, они работают в синхронном взаимоотношении. И это они нам позвонили, что вот сегодня прошла такая информация, что вас запретили в Латвию. У нас уже стоял частный самолет, который должен был нас доставить в Латвию. У нас были спланированы какие-то истории. И вот 20-21 числа, в день открытия, мы практически узнали об этом вот просто перед самим походом в самолет. Сначала мы не поверили, мы подумали, что это шутка. Потом мы зашли на сайт Министерства иностранных дел, и там действительно был вот этот запрет как бы опубликован на официальном сайте Министерства иностранных дел. А вы пытались связаться с Министерством иностранных дел? Конечно, я лично разговаривал с приемной Министерства иностранных дел. Господин Ренкевич передал информацию о том, что его решение оно не подлежит обсуждению. Было сказано, что вам, господин Пригожин, мы не запрещаем, вы можете приезжать. А вот госпожа Валерия не может выступать на латвийской сцене, потому что она является апологетом империализма, агрессии, которая способствовала развалу Украины. Это заявление было сделано устно или в письменной форме? Это в интервью было сделано господином Ренкевичем на всех каналах. Скажите, а вы будете оспаривать решение латвийских властей? Конечно, будем. Я же сказал, что мы будем оспаривать решение латвийского министра иностранных дел. Потому что мы добиваемся въезда в Латвию. У нас там нет никакой собственности, сразу вам скажу. Ни недвижимости, ничего у нас там нету. Вот. И мы не планируем там ничего иметь. Вопрос заключается в том, что есть такое понятие защита чести, совести и достоинства. Есть защита прав гражданина на собственное мнение. И они нас лишили этого мнения. Еще один вопрос. А вместе с Валерией вы не знаете, кто еще из российских актеров и певцов санкционирован от въезда в Латвию? Санкционирован Олег Газманов, причем за песню «Я рожденный в СССР». Глупость несусветная. Кобзона, который, собственно говоря, является от рождения из Украины, из Донецка как раз. И я абсолютно оправдываю его поездку к себе на родину, он имеет на это полное право, понимаете, да? Но Кобзон, плюс ко всему, является депутатом Государственной Думы, и он влияет как-то на законы, да? Спасибо огромное. Я побежала звонить в латышский МИД и узнавать, что они думают по этому поводу. Привет им большой. Хорошо, спасибо огромное. До свидания.
Привет министру иностранных дел Латвии Эдгару Ринкевичу я передавать не стала, но поговорила с парламентским секретарем МИДа Латвии Виктором Макаровсом и попросила пояснить, на каких основаниях был запрещен въезд в Латвию певцов и актеров, которые ничего в отношении этой страны провокационного не заявляли. В отношении господина Охлобыстина, например, причина очень простая. Господин Охлобыстин регулярно, и притом ничуть не каясь в этом, призывает бросать в печки одни группы населения, желает смерти представителям целых народов. Латвийское законодательство не позволяет пропаганду ненависти в такой форме в публичном пространстве. Хорошо, допустим, что Иван Охлобыстин делает заявление и призывает к насилию. Но а Валерия, в чем она виновата? В отношении Кобзона, Валерии и Газманова министр иностранных дел сказал, что причина, по которой им запрещен въезд в Латвию, это содействие подрыву территориальной целостности Украины. Выходит так, что любой влиятельный человек в России, который позволит себе выразить мнение о конфликте в Украине, противоречащее мнению латышских властей, автоматически будет нежелательный в этой стране? Я не хотел бы прогнозировать или какие-то экстраполяции строить в отношении будущих возможных или невозможных решений в этом вопросе. Эти решения всегда принимаются индивидуально в отношении конкретных лиц. И на то, чтобы такое решение было принято, должны быть очень серьезные основания. С нами говорил парламентский секретарь МИДа Латвии Виктор Макаровс. Ну а политический обозреватель российского телевидения Максим Шевченко вообще считает, что поведение Латвии и Эстонии – это абсурд, и их политика непродуктивна. Но запреты, которые идут со стороны Латвии и Эстонии, абсурдны, необъяснимы с точки зрения логики. И носят характер даже не сегрегационный, а просто абсолютно идиотический. Нельзя у человека отобрать право прилететь в Европейский Союз. В Европейском Союзе только две страны занимаются такой вот ерундой – Латвия и Эстония. Максим, не кажется ли вам, что Россия должна принять ответные меры и санкционировать приезд в Россию деятелей культуры той же самой Эстонии и Латвии? Ни в коем случае. Я против этого запрета. Я считаю, что любой эстонец, любой латыш, любых взглядов, любых политических каких-то представлений о реальности может и должен приезжать в Москву. Это программа «Настоящее время». Спасибо, что смотрите. Мы приветствуем всех тех, кто только к нам присоединился. Далее эфир из Вашингтона. Коллеги, продолжайте. Мы возвращаемся к теме американских выборов в Конгресс, которые состоятся завтра. Считается, что русскоязычные американцы голосуют в основном за республиканскую партию. С нами на связи из Нью-Йорка наш корреспондент Михаил Гудкин. Миша, какова ситуация на сегодняшний день? Добрый день, Наташа. В то время как большая часть американцев действительно оказалась разделена по партийному признаку, и предсказать итоги выборов представляется крайне сложно, в русскоязычной общине, по крайней мере в Бруклине, мы обнаружили относительное единодушие. Действительно, если 6 лет назад многие русскоязычные избиратели отдавали свои голоса Бараку Обаме, то сейчас все возвращается на круги своя, и, похоже, русскоязычная община вновь отдает свое предпочтение республиканской партии. По крайней мере, мы убедились в этом, побывав на улицах Бруклина, провели такой сугубо ненаучный опрос, но мне кажется, что он достаточно репрезентативный. Нам было крайне сложно найти человека, который говорил бы, что он готов отдать свой голос демократической партии. Давайте посмотрим. Сейчас уже трудно ответить. Я голосовал, вы будете удивлены, за Обаму. Не только против Обамы, я вообще против демократов. Да, против Обамы это 100%. Я лично хочу голосовать за демократов, но ни в коем случае не за республиканцев. Демократы хотят нас всех раздеть, но как же можно выдержать это все? Всех кормить. У нас шея, вот мне шея болит от всех. Я не могу, я тружусь здесь 40 лет. За 40 лет я не видел такого беспредела, как сейчас. В настоящее время и республиканцы, и демократы для меня не имеют никакого значения, как и для всех остальных американцев. Эти партии так сблизились, что уровень их политической компетенции совершенно одинаков. Поэтому для меня имеет значение личность, а не партию. Я за республиканцев и хочу, чтобы они победили, потому что что-то с демократами не важно, что-то получается. Поэтому желаю удачи всем
Я могу добавить, Наташа, что вот то, что, можно сказать, объединяет русскоязычных избирателей со всеми остальными американцами, это то, что в своих предпочтениях на промежуточных выборах они не руководствуются соображениями внешнеполитического характера. Тут были люди, с которыми мы беседовали, которые за Путина, против Путина, но это не играет значения в их выборе, по крайней мере, вот завтра. Спасибо. Это был наш корреспондент Михаил Гудкин из Нью-Йорка. Передаем слово коллегам в Праге. Сергей. Мы продолжаем следить за тем, как идет новая реформа здравоохранения в Москве. По мнению властей, изменения давно назрели. Большинство врачей не согласны. Они уверены, да, изменения быть должны, но медики против сокращения персонала и закрытия целых больниц. Чтобы сказать свое «нет» реформам, в воскресенье в Москве собрались более 1000 человек. На акции побывал и корреспондент программы «Настоящее время» Андрей Королев. Разного рода протестными акциями сегодня в Москве уже никого не удивить, но впервые, пожалуй, за многие годы на акцию протеста вышли работники бюджетной сферы. Оптимизация или реформа? Останутся ли московские врачи на улице? Вот вопросы, которые сегодня звучат на Суворовской площади. Москвичка Татьяна Мальцева, пациентка 11-й московской больницы, больше известной под вывеской «Центр рассеянного склероза». Узнав, что клинику готовят к закрытию, решила присоединиться к акции. Больница находится в центре, это на улице Двинцев. По всей вероятности, кому-то нужна земля. Реформа, задуманная Департаментом здравоохранения Москвы, в действительности грозит ликвидацией больниц с массовым увольнением врачей и сокращением количества коек. Столичные власти прикрываются майскими указами президента Путина, а точнее указом номер 597, согласно которому к 2018 году зарплата врачей должна составить 200% средней зарплаты по региону и мало кому понятным европейским опытом по оптимизации системы здравоохранения. Увольнение врачей, закрытие медицинских учреждений. Это называется на языке чиновников оптимизация, реорганизация. Все это делается для того, чтобы, как они говорят, сделать систему здравоохранения компактной и эффективной. Накануне митинга московские власти предприняли попытку максимально уменьшить количество манифестантов. Административный прессинг уместен и тогда, когда вопрос касается здоровья людей. Да, врачи запугивают, хотя в четверг мы были у господина Хрипуна, министра здравоохранения Москвы, или как он там, глава департамента здравоохранения Москвы, который прилюдно клялся, божился о том, что это самостийность главврачей. Согласно плану графику реализации структурных преобразований, в Москве будут сокращены сотрудники 28 медицинских учреждений, в том числе и 15 больниц. Помещения должны быть освобождены, а оборудование передано другим структурам. Зачем разом 28 больниц, никто никуда не нужен, о людях вообще не думают. Сокращение штата как минимум на 30% коснется всех московских клиник. Такое указание в конце сентября получили главврачи на встрече с руководством Московского департамента здравоохранения. Однако реформа затрагивает не только столичные клиники. Но давайте посмотрим, как она началась. В режиме строгой секретности. Как будто это не реформа, которая касается нас всех, а военная спецоперация. За несколько дней до митинга главные врачи некоторых больниц предложили сокращаемым докторам другие должности. Дипломированным хирургам, стоматологам, психиатрам рекомендовано стать нянечками и уборщицами. Вице-мэр Москвы по социальным вопросам Леонид Печатников, в чьем ведении находится реформа здравоохранения, отреагировал на столь экстравагантное предложение молчанием. Участники митинга напомнили чиновнику о своем праве требовать его отставки. Падение мировой цены на нефть продолжается. Это следует из прогноза банка Goldman Sachs. В первом квартале будущего года баррель нефти марки Brent будет стоить не $100, как ожидалось, а лишь 85. Прогноз цены на нефть марки WTI снижен с 90 до $75 за баррель. Между нефтяным богатством и нефтяной бедностью не такая уж большая дистанция. Подробности в репортаже Александра Панова и Дмитрия Шахова. В России это уже называют новым заговором США и Саудовской Аравии. Российские эксперты, приезжающие в Вашингтон, заявляют, что падение цен на нефть – еще один вид санкций против России.
Одна из целей – это смена режима. Кстати, в пользу этого приводят и тот аргумент, что вспоминают, как были определенные договоренности достигнуты в начале 80-х годов между Саудовской Аравией и Соединенными Штатами, и что происходит сейчас, да, то есть снова фактически… Искусственно заниженная цена на нефть. Конечно. В западной прессе падение цен на нефть объясняют результатом сланцевой революции в США и общим превышением объемов предложения над спросом на мировом рынке. У теории заговоров всегда хватает сторонников, но суть в том, что на нефтяной рынок пришло много новых игроков, в том числе США, новый и очень активный экспортер. А Саудовская Аравия в условиях резко возросшей конкуренции пытается сохранить свои рынки сбыта и не снижает добычу. Работают законы рынка. Это приносит пользу потребителям и одновременно наносит урон странам, которые слишком сильно зависят от производства нефти и газа. Эксперты, собравшиеся в Вашингтонском центре Вудро Вильсона, отмечают, что у недавних энергетических гигантов сегодня возникли серьезные проблемы. В Нигерии резкий рост коррупции, тратятся национальные резервы, растет политическая нестабильность. В Венесуэле военные пока лояльны президенту Мадуро, который ввел ценовое регулирование, но при введенных им справедливых ценах почему-то немедленно опустили полки. Самые масштабные последствия падения цены на нефть отмечают эксперты в России. Они наслаиваются на негативный эффект от западных санкций, раздувание военного бюджета, необходимость содержать Крым и выполнять обязательства перед бюджетниками. Доходы от продажи нефти составляют почти 50% поступлений в российский бюджет. Они упали, зато возросли военные расходы. Не хватает денег на выполнение социальных обещаний, сделанных Путиным в 2012 году при его очередном избрании. При этом отток капитала из России за границу, по разным оценкам, составит в этом году от 10 до 15 миллиардов долларов. Финансовая подушка безопасности, резерв почти в 500 миллиардов долларов, созданный при непосредственном участии бывшего министра финансов Алексея Кудрина, потрачен, по оценкам экспертов, на 40% всего лишь за последние полгода. Причем спрос на эти деньги только растет. При этом в проекте бюджета на 2015-2017 годы заложена цена в $100 за баррель. Для сравнения, Венесуэла может выдержать цену и в $75 за баррель. Если в результате ядерной сделки будут сняты санкции с Ирана, нефть в мире подешевеет еще больше, что добавит трудностей тем государствам, которые десятилетиями только и говорят о том, что надо диверсифицировать экономику, но по-прежнему полностью зависят от торговли природными ресурсами. Александр Панов, Дмитрий Шахов, Вашингтон. Знаменитости жертвуют свои деньги на самые разные благотворительные цели. От спасения тропических лесов до борьбы с редкими болезнями. А иногда они выбирают темы поближе к дому. Например, помощь брошенным домашним животным. Знаменитости зачастую кажутся людьми особенными, недосягаемыми. Однако они такие же, как и все мы. И, как и многие из нас, они любят домашних животных. Бывает, что они настолько привязаны к своим четвероногим друзьям, что берут их с собой на съемочную площадку, свидания, фотосессии и в путешествия. Другими словами, буквально не покидают дом без питомцев. Получается, что домашние животные звезд тоже живут звездной жизнью, а значит, в роскоши и красоте. Приятно удивляет тот факт, что многие известные люди не разучились видеть вокруг проблемы тех, кому в жизни повезло меньше. Актриса Сара Хайленд – одна из них. Звезда сериала «Американская семейка» вместе со своим четвероногим другом Бартли Бигсби пришла на мероприятие в Нью-Йорке, спонсором которого выступили команда Swiffer и Американское общество по предотвращению насилия над животными. Цель акции – популяризация спасения животных из приютов. Я не люблю выступать за идею, которую сама не разделяю. Так и не буду и рекламировать продукт, которым сама не пользуюсь или не планирую пользоваться в будущем. Я поддерживаю Американское общество по предотвращению насилия над животными, так как очень люблю животных. Между тем, совсем недавно Хайленд получила судебный запрет, согласно которому ее бывшему бойфренду Мэтту Прокопу
Запрещено к ней приближаться. В судебных документах говорится, что по заявлению Хайленд Прокоп не только физически и вербально оскорблял ее, но и угрожал ее жизни и жизни ее собаки. Как бы мне хотелось, чтобы у меня было много рук, чтобы я смогла заняться всем тем, к чему испытываю страсть, и больше заниматься животными. Я очень за них переживаю, занимаюсь поиском семьи для них. Мое сердце разрывается, когда я думаю о том, что половина животных, попадая в приют, никогда оттуда не возвращается. Вы понимаете, что с ними случается. На этом сегодня все. Приглашаем вас продолжить дискуссию на нашем сайте currenttime.tv. Смотрите, читайте, комментируйте. Выпуск подготовили для вас «Голос Америки» в Вашингтоне и «Радио Свобода» в Праге. Сергей? Мы благодарим коллег в Вашингтоне и всех наших зрителей. Смотрите нас в социальных сетях и в эфире своих национальных телеканалов. Но настоящее время вновь наступит уже завтра вечером. Я Сергей Дорофеев. Всего доброго и до свидания.